Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. После ДТП с участием детей, которые ехали на соревнования по волейболу, случившегося в Нюрбинском районе, прокуратура организовала проверки на предмет соблюдения действующего законодательства. По факту совершения дорожно-транспортного происшествия 15 декабря 2018 года прокуратурой Нюрбинского района проводится проверка исполнения требований законодательства, регулирующего перевозку детей в учреждениях, образовательных учреждениях Нюрбинского района, в том числе в управлении образования Нюрбинского района. Данное дорожно-транспортное происшествие произошло на 768-м километре федеральной автодороги Вилюй возле села Чемпанда Нюрбинского района. Установлено, что ширина дороги составляет 10 метров, то есть это именно федеральная автотранспортная дорога. В результате происшествия, данного дорожно-транспортного происшествия, госпитализированы 5 человек, и в том числе 2 несовершеннолетних детей. Установлено то, что водитель автомашины «Форд», который выехал на встречную полосу автодвижения, в ходе проведенного медицинского освидетельствования на предмет употребления алкогольной продукции, установлен факт наличия употребления алкогольной продукции. Из Ленского района Якутии в колонии общего режима на 5 лет отправилась женщина, которая убила гражданского мужа пустой бутылкой из-под коньяка. Инцидент произошел в доме покойного. Женщина взяла в руки бутылку, решив, что муж выпил ее с другой женщиной. Она ударила мужчину не менее 2 раз в область головы, причинив тем самым повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Спустя непродолжительный период времени потерпевший в результате полученных повреждений скончался. В Якутском городском суде продолжается рассмотрение дела Николая Румянцева. Как телеканалу «Якутия-24» сообщили в пресс-службе суда, в настоящее время дело находится на стадии судебного следствия. Якутским городским судом рассматривается уголовное дело в отношении Румянцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время дело находится на стадии судебного следствия. Судом объявлен перерыв до 16 января 2019 года. Известно, что защитник потерпевших попросил о прекращении дела за примирением сторон. Ранее в интервью нашему телеканалу Николай Румянцев рассказал, как помогал семьям погибших. Во время Антонини у них были кредиты, достаточно большие кредиты, большая сумма. Могу даже сказать, 600 тысяч, я их кредиты она попросила, я погасил, им 600 тысяч дал. И она говорила, что вот муж детей в школу водил, сейчас трудно бегать в гараж, муж хотел гараж построить, и я ей дома, рядом с домом гараж поставил. Ну, еще раз я хочу сказать, что это то, что я помог, это каждый человек должен помогать. И я вот ей сказал до достижения детей помочь материально. Я от этих слов не отказываюсь. Но если тут скажет виновен, я готов понести любое наказание на самом-то деле. Я не избегаю. Сторона обвинения возражала против прекращения уголовного преследования экс-депутата. Государственный обвинитель напомнила о многочисленных нарушениях Николаем Румянцевым правил дорожного движения. В период с 2014 по 2017 годы он 23 раза привлекался к административной ответственности, в том числе 3 раза за отказ от прохождения медосвидетельствования. Прокурор обратила внимание также и на неполное признание им вины. Несмотря на согласие потерпевших на прекращение дела, суд отказал в удовлетворении ходатайства. В столице республики раскрыта кража силовых кабелей. В полицию поступило заявление от сотрудников энергокомпании о краже. Неизвестный проник в трансформаторную подстанцию и похитил силовые кабели. Всего злоумышленник похитил 10 метров стоимостью более 35 тысяч рублей. Защитники порядка установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 29-летний мужчина. Как пояснил злоумышленник, похищенное он сбыл за 5000. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Также в столичную полицию поступило заявление о краже телевизора, монитора и ноутбука из квартиры.
был установлен 55-летний уроженец Амгинского района. Он ранее состоял в близких отношениях с потерпевшей. По словам мужчины, он давал женщине свою банковскую карту, деньги с которой она тратила на свои личные нужды, после чего они расстались. Через некоторое время мужчина решил встретиться и пришел к потерпевшей, но никого не оказалось дома. Тогда он дернул входную дверь, и она открылась, потому что замок был сломан и плохо закрывался. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник свободно прошел в квартиру и похитил технику. Похищенный телевизор он сбыл, остальную технику мужчина вернул потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В международной повестке самодельное устройство взорвалось в ночь на понедельник у здания крупной телекомпании в Афинах, рассказывает Алена Островская. Мощный взрыв прогремел в Афинах в ночь на понедельник. Самодельное устройство сработало возле офиса одной из крупнейших греческих телекомпаний Sky TV. Бомба была прикреплена к металлической ограде. Взрыв выбил окна нескольких этажей. Повреждения получили здания на противоположной стороне улицы, но никто не пострадал. На месте работают эксперты контртеррористического подразделения. Перед взрывом в редакции двух изданий поступили звонки о заложенных бомбах. Персонал эвакуировали. Министр по делам гражданской защиты Ольга Геровасили назвала произошедшее покушением на демократию. Ответственность за взрыв пока никто не взял. Ранее леворадикальные группы нередко устраивали атаки, направленные на бизнес, госучреждения, политиков и полицейских. Тем временем на южное побережье Индии обрушился циклон Питай, рассказывает Татьяна Громова. Тропический циклон Питай в понедельник достиг побережья Индии. Он принес с собой сильный ветер, проливные дожди и вызвал огромные волны. В штате Андхра-Прадеш повреждены линии электропередач, деревья местами выворочены с корнем, пострадал урожай. По сообщениям местной прессы, по меньшей мере 1 человек погиб. Школы не работают, а рыбаков призвали не выходить на промысел. Власти организовали для пострадавших временные лагеря, где можно найти пищу и крышу над головой. Это уже 3-й шторм, обрушившийся на Индию за последние 3 месяца. В ноябре из-за циклона Гаджа погибли 45 человек, сотни тысяч домов были повреждены. А октябрьский Титли унес жизни более полусотни людей, 300 тысяч местных жителей были эвакуированы. На этом пока все. Берегите себя.